караула. Мы с вами будем общаться в течение 4 дней и будем говорить о такой серьезной вещи, как расстройство аутистического спектра у детей. Прежде чем мы с вами начнем разговор, мне бы хотелось узнать, вот какую информацию получить от вас. Мы с вами говорим чисто гипотетически, то есть вы хотите получить какую-то теоретическую информацию о детях с расстройствами аутистического спектра, или у вас уже есть такие детки, и вы встретились с трудностями организации обучения, организации воспитания этих детей. Поэтому мне бы хотелось получить от вас вот ответы на какие вопросы. Это дети реальные в ваших образовательных учреждениях? Обучаются они в детском саду или в школе? Или эти дети обучаются в условиях семьи? Если у них статус ребенок-инвалид, ребенок с ОВЗ, или у них только один статус ребенок с ОВЗ, или только один статус ребенок-инвалид. Следующий момент. Дети эти пришли уже в школу или они только дошкольники пока, и вы уже знаете, что через какое-то время, очень скоро они придут в школу, и могут возникнуть проблемы с организацией их обучения. И какие конкретно проблемы у педагогов с этими детками? Принимает ли семья активное участие в организации обучения детей, о которых мы сегодня будем говорить? Итак, наверное, мы с вами начнем маленько. Итак, обучение детей с расстройствами аутистического спектра. Я бы хотела, чтобы вы обратили внимание на те слова Анны Бак по поводу этих деток. Такие дети у нас сегодня встречаются все чаще и чаще, их все больше и больше. И если раньше мы с вами, вот недавно сейчас специалист спрашивала, почему мы раньше не видели таких детей, почему вообще детей с ОВЗ и детей-инвалидов было, ну, считайте, мало, или мы их не видели, или они просто-напросто не были включены в образовательный процесс. Ну, первое, о чем говорят сегодня ученые, о чем говорят сегодня люди, которые занимаются детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами, то, что в 60-е годы 20 века, то есть это буквально 60 лет назад, ученые установили, что закончился период естественного отбора. Если раньше естественный отбор присутствовал, а сегодня практически все дети, которые рождены живыми, их выхаживают, и поэтому вот детей с проблемами в развитии у нас появляется несколько больше, чем было раньше. Вот самый простой пример, может быть, не на детях-аутистах, мы еще будем об этом говорить, вот очень простой пример. Сейчас делала работу по детям с нарушением звукопроизношения. Вы знаете, в 60-е годы детей с нарушением звукопроизношения было от 5 до 17%. А сегодня, конец 80-х, начало 90-х, это даже не сегодня, сегодня, наверное, еще больше, 87% детей, которые страдают нарушением звукопроизношения. Вот видите, как увеличивается количество детей с проблемами в развитии. Ну, давайте мы идем дальше. Итак, люди с расстройством РАС очень часто встречаются с дискриминацией. И на сегодня есть много родителей, которые есть заключение по МПК, где рекомендована программа для детей с расстройствами аутистического спектра, а во ВГОС ОВЗ эти дети должны осваивать программу 8.1, 8.2, 8.3, 8.4. Если у ребенка прописана такая программа, значит у этого ребенка расстройство аутистического спектра. Закон об образовании 2012 года определяет, что все дети имеют право на обучение, имеют право на образование бездискриминационное. То есть независимо от того, от состояния здоровья, состояния национальности и так далее и тому подобное. Так. Но как бы мы с вами ни говорили, что законное право определено, да, но на сегодняшний день продолжает быть такая ситуация, когда дети с РАС, направленные в образовательные учреждения, там не принимаются в силу того, что родителям объясняют, что нет условий для обучения таких деток, нет специалистов для обучения таких деток. Но мы с вами знаем, если родитель нам принес заключение по МПК,
то образовательные учреждения обязаны выполнять те рекомендации, которые там прописаны, как бы мы этого хотели. Но проблема с расстройствами аутистического спектра в том, что сегодня не определено еще до конца причины заболевания, еще до конца не определены системы коррекционные. И на сегодня еще наука нам не дает четких конкретных рекомендаций по обучению и по воспитанию детей с РАС. Вот давайте посмотрим. Я вам предлагаю обратить внимание на эту диаграмму. Вообще, как менялось количество детей с РАС на протяжении буквально 20 лет. Если в 2000 году нам давали информацию, что один ребенок на 10 тысяч новорожденных страдал расстройствами аутистического спектра, в 2005 это уже 250-300, один ребенок на 250-300 новорожденных. Вот смотрите, как растет количество детей. Один ребенок на 150 уже в 2008 и к 2020 году. Это официальная российская статистика, что у нас в России один ребенок на 110 новорожденных. Ну вот представьте, если у вас, очень легко сосчитать, если у вас в школе 300 человек, то сколько детей с расстройством аутистического спектра там может быть по статистике? 3 человека там, мы с вами можем найти и диагностировать. Да? А у американцев эти цифры значительно выше. Они говорят о том, что среди мальчиков расстройство аутистического спектра отмечается у 63-65 детей, а среди девочек 65-68. Но тут есть некоторая хитрость, которая, собственно говоря, уже есть эта информация в СМИ, что там очень большой пакет для детей с расстройствами аутистического спектра получает семья. И поэтому семья стремится получить этот пакет, чтобы дифференцировано было расстройство аутистического спектра от умственной отсталости, и тогда семья будет получать достаточно большой социальный пакет от государства. Итак, вот посмотрите, буквально как растет количество детей с этой патологией, но на сегодняшний день до конца так еще и не выяснены причины, реальные причины от того, почему это все получается. Есть еще одна проблема, почему данное заболевание так мало известно, почему о нем информации очень мало, просто среди обычных людей, да и среди медиков, и среди педагогов тоже. Самая главная причина, что это очень молодое заболевание. Вот на данном слайде вы видите, что впервые разговор об аутизме пошел в 1912 году, когда другое заболевание было названо аутизмом и описано. И только в 1943 году Кеннер описал заболевание, дал характеристику как аутизм и впервые описал это заболевание. В 1943 году он описал это заболевание, а в 1981 году РДА, расстройство, было широко признано в качестве самостоятельного заболевания и самостоятельного диагноза. Самое главное, что мы с вами как слышим. Кто-то слышит расстройство аутистического спектра, кто-то слышит ранний детский аутизм. То есть определений очень много. Самое главное, что все эти заболевания объединяются определенными состояниями. Самое первое – это нарушение, это болезненное состояние нервной системы, которое проявляется многогранно и которое задевает буквально все стороны ребенка. Это нарушение физического здоровья, это нарушение познавательной сферы, это нарушение эмоционально-волевой сферы. И они все в той или иной степени нарушены у ребенка. Ребенок с расстройствами аутистического спектра испытывает значительные трудности в коммуникации, в социализации. Он очень плохо понимает вообще, что какие-то есть правила социальные, и эти правила надо выполнять, эти правила надо реализовывать, и тогда ты хорошо социализируешься и впишешься в социум. Вот этот ребенок с расстройством аутистического спектра, в силу того, что у него нарушена коммуникация, у него нарушено понимание социальных каких-то ролей, он вписаться в социум практически не может. И самое проблемное,
что дети всегда испытывают значительные трудности в обучении. И эти трудности испытывают, как правило, большинство детей с раз. Вот посмотрите, пожалуйста, на следующий слайд. И вот здесь я как раз сказала вам, что существуют разные формулировки. И расстройство аутистического спектра, и аутизм, и так далее, и тому подобное. С чем это конкретно связано? С тем, что в 1943 году впервые было это заболевание описано, и было дано название детский аутизм. Потом определили, что к этому очень имеют схожие состояния многие другие, не только аутизм. И в МКБ, международный классификатор болезней, 10-го пересмотра определил, что к расстройствам аутистического спектра относится, посмотрите, какое большое количество нарушений. Здесь и детский аутизм, здесь и атипичный аутизм, и синдром Ретта, и другие заболевания, которые очень схожи по состояниям, и поэтому было решено, что вот эти состояния будут объединены в одну группу и получат название расстройства аутистического спектра. Вы посмотрите сейчас внимательно, они одинаковые по проявлениям, у них могут быть совершенно одинаковые проявления, но опять-таки причины появления этих заболеваний у детей могут быть абсолютно разные. И проявления тоже могут быть очень разные, начиная от полностью асоциального поведения, когда ребенок так не сможет никогда включиться в социум, до того, что ребенок может принять правила поведения, он будет обучаться, он обучаемый, он осваивает программу. Простите, пожалуйста, за слово «обучаемый». Сегодня это неправильное слово «обучаемый» все, в зависимости от их психофизического состояния. Но ребенок с расстройствами аутистического спектра может по-разному себя абсолютно проявлять. Он может не понимать самых простейших вещей, он может не справляться с очень простыми какими-то действиями в отношении самого себя по самообслуживанию, но при этом может наизусть декларировать книги. Я видела мальчика, он буквально наизусть читал Библию. Ну вот у него были такие способности у этого ребенка. Так, ну еще раз заканчиваем с вами с тем, чтобы понять до конца, что же такое аутизм. То есть вот вынести конкретно заключение о том, что у ребенка ранний детский аутизм, что у ребенка расстройство аутистического спектра и другие формулировки, другие заболевания, имеет право только специалист. Такой диагноз может выставить только психиатр. Причем ребенок проходит диагностическое обследование, диагностику коллегиальную. За ребенком наблюдают психиатры, психотерапевты, психологи, педагоги, логопеды. Достаточно продолжительное время, и только после того, как ребенка наблюдают разные специалисты, может быть выставлен вот такой серьезный диагноз, как ранний детский аутизм или расстройство аутистического спектра. С января 2022 года вступает в силу МКБ пересмотра 11-го пересмотра, где внесены значительные изменения в диагностические результаты по раннему детскому аутизму. Оттуда убрали синдром Ретта, очень тяжелые заболевания. Я хочу сказать, что буквально 4-5 лет назад у нас по республике 2 ребенка было с синдромом Ретта. Оно очень редко бывает. Там тоже связано с тем, что ребенок не входит в социум, он не коммуникабельный, там практически безречевые дети, и ребенок практически не осваивает, даже у него не формируются навыки самообслуживания. Вот. И МКБ-11, он нам вносит изменения, и с ним нам, наверное, надо познакомиться, с этим документом. Итак, для того, чтобы мы с вами определили, что такое раз, как педагоги, еще раз говорю, что выставить диагноз имеет право только психиатр. Не невролог, не психолог, а только психиатр. А уж тем более педагоги такой диагноз вынести. Мы с вами можем
решить, что с ребенком, какие-то проблемы, и помочь этому ребенку пройти, направить родителей, направить семью, чтобы они прошли достаточно четко, достаточно глубоко. Это мы имеем право и мы, наверное, должны сделать. Но говорить о том, что у вашего ребенка аутизм или у вашего ребенка расстройство аутистического спектра, простите, пожалуйста, коллеги, мы не имеем права. Мы можем только направить на дообследование ребенка. Итак, расстройства аутистического спектра имеют очень часто схожие состояния. Вот для того, чтобы нам с вами как-то ориентироваться в этом диагнозе, давайте попробуем определить, в чем происходит сходство и в чем проявляется различие с другими состояниями ребенка. Итак, умственная отсталость. Чем эти два состояния похожи? Первое – это трудности привлечения внимания. Ну, во-первых, ребенок раз, он не откликается на свое имя, он не откликается. То же самое мы можем наблюдать и у ребенка с умственной отсталостью. Но это с умственной отсталостью средней степени выраженности и тяжелой степени выраженности. Ребенок, конечно, с легкой степенью выраженности умственной отсталости, он будет откликаться, и он будет с нами очень хорошо коммуницировать и будет с нами общаться. Сложность обучения бытовым навыкам. Мы все прекрасно знаем, что у деток с любыми какими-то нарушениями, у них, как правило, очень сложно формировать навыки самообслуживания. Ну, причина не только в том, что это дети у нас такие проблемные, а причина еще в том, что родителю с ребенком, имеющим какие-то нарушения, ему всегда легче сделать самому, чем он наносит непоправимый вред своему ребенку. Как правило, дети вот по игре, наблюдая за игрой ребенка и дошкольника, мы с вами тоже можем прийти к какому-то выводу, что у ребенка есть проблемы с развитием. Такой ребенок не будет играть машинкой целенаправленно, он не будет укачивать куклу, он не будет пытаться накормить куклу, одеть ее, снять с нее одежду. Он будет или стучать этим предметом, то есть он будет манипулировать любым предметом. И будь то игрушка, будь то неигровой материал, чем угодно. Как правило, они стучат, бросают и так далее, используют не по назначению те предметы, которые попадают им в руки. Неразвернутость речи. Ну, если мы говорим о детях с умственной отсталостью, то здесь речь, конечно, формируется позже, чем это нормативно по возрасту. У детей с расстройствами аутистического спектра речь вообще формируется очень поздно, а иногда и есть такая ситуация, когда невозможно вызвать у ребенка речь. Задержка в развитии тонкой моторики. То есть это ручная умелость. По сути дела, это и связано с тем, что у них трудно формируются бытовые навыки, потому что ручки развиты плохо, мелкая моторика не развита, мелкая моторика развивается хуже, чем у деток нормативно развивающихся. Пассивность и безинициативность. Ну, вы детей, я думаю, видели и с умственной отсталостью. Вызвать у них какую-то активную эмоциональную реакцию бывает очень трудно. Мы уже сказали об особенностях речи. Как правило, это отдельные слова. Очень редко у них поздно формируется глагольный словарь, еще позже формируется у них словарь прилагательных. Ну и фраза достаточно бедная, аграмматичная. Уж тем более говорить о связанной речи тут не приходится. Ну и все это связано с тем, что психические процессы у этих деток, они значительно позже развиваются, значительно позже формируются, все не соответствуют возрастным нормам. Чем же отличие? Если мы с вами ребенка с расстройствами аутистического спектра, все наши ухищрения, они могут никак не вызвать зрительного контакта, то есть они никак могут не отреагировать на наше желание, на наши попытки вступить с ним в контакт и начать с ним как-то коммуницировать, то у ребенка с умственной отсталостью мы можем так или иначе прийти к такому контакту. Если мы очень сильно постараемся, то мы можем вызвать и эмоциональный отклик у этих деток, когда попытаемся их привлечь к
к взаимодействию с нами. Ну, посмотрите, что еще отличает умственно отсталого от раз. Среда, собственно говоря, окружающая, не влияет на ответную реакцию умственно отсталого ребенка. А вот среда для ребенка с раз, она имеет очень большое значение. И это связано с тем, что эти детки очень болезненно реагируют вообще на изменения окружающей действительно, того, что вокруг них, окружающей действительности. Они очень тонко реагируют и болезненно реагируют на звуки громкие, на какие-то зрительные образы. И поэтому они еще больше закрываются. Тогда, когда умственно отсталого ребенка, вот как раз это все может и заинтересовать. При этом мы с вами видим, что у ребенка с аутизмом внутренний мир может быть достаточно богатый. Мы не всегда знаем, что он знает и что он умеет, а при этом он может достаточно... Ну, наверное, вот такой пример приведу из своей практики взаимодействия с детьми с раз. Логопед диагностировал ребенка. У него расстройства аутистического спектра были. Она его диагностировала, но находилась в группе, потому что этот ребенок из группы не выходил. У него начинались агрессивные реакции, и поэтому можно было только его диагностировать в группе. Другой ребенок тоже с проблемами, теми же самыми, с ранним детским аутизмом, он просто находился в группе, он занимался тем, что он хотел, и логопед давала определенные задания первому ребенку. Тот ничего не выполнял, он плохо реагировал вообще на какие-то задания, то есть никакой ответной реакции не было. Так вот, тот второй ребенок, который на тот момент посещал уже детский сад второй год, он слушал эти задания, потом подошел к логопеду, разложил все так, как надо было, молча. Он никак не показал никому, что он с кем-то хочет контактировать. Он просто подошел, разложил все карточки, как нужно было, и выполнил задание совершенно правильно. То есть мы, и логопед потом сказал, я даже не знала о том, что он так хорошо дифференцирует там какие-то, положим, каких-то животных, да, или птиц. То есть раньше он этого не проявлял. А в данный момент он показал, что он прекрасно все это знает и все это умеет. Так. Теперь, естественно, ребенок с аутизмом отличается от ребенка с детским церебральным параличом. Хотя и здесь тоже есть определенные сходства. То есть для того, чтобы дифференцировать состояние ребенка с аутизмом и состояние ДЦП, но мы привыкли с вами думать о том, что ДЦП – это обязательно ребенок, который колясочник, который не ходит. Дети с ДЦП там тоже очень много разных проявлений и степеней выраженности. Есть дети с достаточно легкими поражениями моторной сферы, двигательной сферы. Есть дети с тяжелыми, которые действительно нуждаются в дополнительных средствах передвижения. То есть есть дети, у которых синдром ДЦП более-менее сохранные. Поэтому можно иногда и перепутать состояние. Вот чтобы мы с вами как-то пытались отличить. Первое сходство. И там есть и гипотонус, и гипертонус. И там есть задержка, запаздывание формирования моторики. Особенно моторики мимической, артикуляторной и моторики мелкой. Теперь могут быть при ДЦП такие расстройства особые, это двигательные стереотипы. Когда у нас ребенок может повторять одни и те же движения, одни и те же действия. Если кто-то общался с детьми с аутизмом, видели такую ситуацию. Ребенок идет, вдруг остановился, да, и начал кружиться. Он начинает взмахивать руками, начинает кружиться и выполнять какие-то стереотипные действия. Вот ребенок с ДЦП тоже может такие же действия выполнять. Ну, вот, конечно, это бывает не так часто, как у ребенка с аутизмом. Ну,
И те, и другие дети испытывают страхи. Причины этих страхов разные. У ребенка с аутизмом это будут причины опять страх от новой окружающей действительности, от нового, от окружения его, от того, в каком пространстве он находится. Ну, а у ребенка с ДЦП страхи связаны, как правило, с их двигательными возможностями. Он просто опасается, чтобы он не упал, чтобы не повредил сам себя, и поэтому тоже вот эти вот страх передвижения по определенной, в определенном там, комнате, в определенном классе может быть у него. Ну, чем отличать будем, если мы видим, что достаточно вычурное движение, я уже сказала, что кружение, взмахивание, раскачивание, то есть тут движений много разных. И эти движения могут быть достаточно развитые. Мы знаем, что есть такая группа детей с ранним детским аутизмом, которые, они не боятся ничего, они могут осваивать любое пространство на любой высоте. Это и шкафы, и подоконники, и такие дети тоже встречаются. Они не боятся этого, осваивают все, потому что моторная сфера у этих детей сохранна, поэтому, собственно говоря, они могут это себе позволить. Ребенок с детским церебральным параличом, он, как правило, очень привязан к маме или к тому взрослому, который осуществляет уход за ним. И это связано вот как раз с теми страхами, которые испытывает ребенок с ДЦП при передвижении в пространстве. А вот ребенок с ранним детским аутизмом, собственно говоря, к маме-то редко бывает привязан. Это только дети с аутизмом 4-й группы по классификации Ольги Никольской. У ребенка с ДЦП сохранен визуальный контакт. То есть он смотрит в лицо, он считывает эмоции взрослого или другого человека. Собственно говоря, приятно общаться, он вступает в коммуникацию, в социальные отношения, тогда как ребенок всегда от этого отказывается. И, собственно говоря, мы с вами знаем, что как только люди говорят о детях с ранним детским аутизмом, первое, что приходит нам в голову, что ребенок не смотрит в глаза. Есть разные дети с раз. Есть дети, которые действительно не смотрят, а есть дети, которые смотрят в глаза и заглядывают, и садятся на колени, и пытаются якобы установить какой-то контакт. Я еще раз говорю, якобы. Так. И все, что связано с действиями, с моторикой у детей ДЦП, это нарушение физической, нарушение моторной сферы. Тогда как у детей с аутизмом это нарушение психики. Так, давайте посмотрим, чем отличаются дети с аутизмом от детей с нарушением зрения и слуха. Если мы позовем с вами ребенка с аутизмом, а вы знаете, есть такая рекомендация детей с аутизмом называть по имени, когда вы только вступаете с ним в контакт, вообще категорически нельзя. Он может выдать такую серьезную агрессивную реакцию, вплоть до того, что он укусит человека, который назвал его по имени. Итак, ребенок не оборачивается. Естественно, ребенок с поражением слуха не услышит, не обернется. Ребенок с аутизмом не услышит, не обернется. Если у ребенка проблемы со зрением, серьезные проблемы со зрением, конечно, будет искать источник звука, кто его позвал. Опять-таки, я буду периодически вам говорить о том, что мы встречали в своей практике ребенок, у него диагноз был, он имел статус ребенок-инвалид, ранний детский аутизм у ребенка был, он никак не разговаривал, был безречевой, находился в группе, посещал группу, правда, ограниченное время, но группу он посещал, в детском коллективе он был. Но этот ребенок был не агрессивный, то есть он участвовал в образовательном процессе настолько, насколько мог в этом участвовать. И при мне была такая ситуация, к нам приехали гости и угощали детей конфетами. Он никак не реагировал на это событие, он ушел в сторону, это было на улице, он ушел в сторону, лег в тенечек, там ему было комфортно, и в тенечке лежал. Вот если бы мы с вами его позвали, положим, давайте его назовем Петр. Петр,
детей угощают конфетами. Иди возьми конфетку. Он бы не пошел, он бы не среагировал. А вот когда к нему обратились опосредованно, то есть его не звали, не стали звать ни по имени, не стали ему указывать, что ему делать, а просто специалист подошел и около него сказал: вот деток угощают конфетами, все детки едят конфеты. Я вас уверяю, было очень удивительно видеть, как ребенок встал, подошел к тому месту, где детей угощали конфетами, подошел к человеку, который угощал детей конфетами, протянул руку, взял свою конфету и ушел в то место, где ему было комфортно, в тот же самый тенечек. Вот видите, то есть, если бы мы его позвали, то он не откликнулся бы на обращение, это 100%. А когда опосредованно предложили ему участвовать в том действии, которое происходило конкретно в угощении конфетами, он пошел и конфету взял. Я хочу сказать, что дети с расстройством аутистического спектра очень любят конфеты. Это вот у них пищевое подкрепление сладостями, оно очень помогает педагогам. Так, ну и чем отличаются, вы тоже можете уже прочитать. То есть все зависит, отклик зависит от того, как работают сенсорные анализаторы у ребенка. Так, во всяком случае, мы с вами можем, самое главное отличие детей с нарушением зрения, с нарушением слуха, в том, что они пытаются компенсировать свой дефект. Они пытаются применить какие-то методы, чтобы включиться в действие, в активные действия. Вы знаете, я все время, мне очень нравится это выражение, я его прочитала в книге Выгодского «Речь мышления», так вот там написано такая замечательная фраза. Если ребенок не слышит, то он страстно хочет услышать. Если ребенок не видит, он страстно хочет увидеть. Если ребенок сегодня еще пока не ходит, то он страстно мечтает взлететь. Так вот, дети с нарушениями анализаторов, они пытаются эти все свои проблемы компенсировать и активно включаться в деятельность, конечно, если это дети сохранные. Так. И, естественно, поведение ребенка там не зависит от аффекта, а ребенок с ранним детским аутизмом очень часто у нас выходит в аффективную реакцию, когда крики, когда начинают летать столы, тарелки и так далее и тому подобное. Вообще стоит вопрос, дорогие, а нужно ли включать этих детей в активное психолого-педагогическое сопровождение? Не только можно, но и необходимо. Вот я хочу, чтобы вы обратили внимание на таблицу, где очень ярко результаты представлены, когда ребенок попадает в систему коррекционной работы, когда не попадает в систему коррекционной работы. Да? Если мы выстраиваем правильно коррекционную развивающую деятельность, коррекционную работу, то ребенок получает возможность обучаться по программе массовой школы. Это не значит, что он обучается, как все нормотипичные дети. Дети, которые осваивают программу в соответствии с возрастными требованиями. Дети с расстройствами аутистического спектра осваивают программу начальной школы за 6 лет. Это не значит, что они остаются на 2-й год. Для них разработана примерная адаптированная основная образовательная программа, и она рассчитана на 6 лет обучения. Дети достигают удовлетворительного уровня и социальной адаптации. Так или иначе, они вступают в социум, они начинают коммуникировать. Эти дети, если мы им условия для их развития создали, и это правильные условия и правильная система, тогда эти дети будут достаточно, во всяком случае, успешны в социализации. Посмотрите, 60% детей, 30% те, которые будут осваивать программу специальной коррекционной школы, могут освоить программу специальной коррекционной школы. И 10% это дети, которые при всех условиях, естественно, они не могут. Но это такое заболевание.
И мы с вами еще увидим, дети какие осваивают программы, дети какие могут обучаться и в коррекционной школе, и в массовой школе, и в условиях инклюзии. Посмотрите, что происходит, если ребенок не попадает в условия профессиональной коррекции. Я вот сейчас смотрю на ваши ответы и вижу, что у нас детки есть 2-, 3-, 4-летние, да? И детки старшего дошкольного возраста. Пока не вижу, что эти дети пришли в школу. Ну, это очень хорошо, что у вас есть время для того, чтобы реализовывать те задачи, которые ставит нам образовательная программа. Адаптированная основная образовательная программа для детей с РАС. Поэтому, ну, призывать тут, наверное, сложно, говорить что-то, давайте вот каким-то образом действовать в этом направлении сложно, потому что на сегодняшний день особенно сложно организовать психолого-педагогическое сопровождение в сельской школе и в отдаленной местности, потому что там нет специалистов. Вот об этом, кстати, был вопрос, стоял вот недавно, в ноябре месяце, был 4-й съезд дефектологов, и самым главным вопросом это обучение и коррекция, это создание системы инклюзивного образования в сельских школах и в отдаленных местностях для детей, имеющих ограниченные возможности здоровья и инвалидностью. Там стоял вопрос о сетевом взаимодействии, там стоял вопрос о дистанционном обучении этих детей, об организации дистанционного обучения детей с ОВЗ и инвалидностью. Конечно, на сегодняшний день это трудно представить, как это все будет, но государство ставит эту задачу перед дефектологами и, наверное, будет делать все для того, чтобы такая возможность возникала. Ну вот видите, наши курсы, наверное, пример тому, что что-то делается, и, наверное, все будет идти к позитивному результату. Так. Я хочу немножко вернуться к тому. В свое время я была на стажировке в Австрии. Мы туда ходили в инклюзивную школу. Нам показали интегрированный класс, где, ну, там, правда, детей было всего 15 человек. Там было 3 ребенка с тяжелой инвалидностью. 1 ребенок с умственной отсталостью средней степени выраженности, 1 ребенок с ДЦП-колясочник. Ну, там, кроме того, что у ребенка ДЦП, там еще и умственная отсталость была. И 3-й ребенок с расстройствами аутистического спектра, с аутизмом. И я задала вопрос. Ребенок посещал 3-й год вот этот самый интегрированный класс, и я задала вопрос, какой результат? Вот что ребенок получил, он пришел туда в 1-й класс, 3-й год обучался в школе. Вы знаете, что мне представили как за результат? Мне сказали, в конце 2-го года обучения этот ребенок стал самостоятельно доставать свой завтрак из своего ранца и принимать участие в завтраке, ел самостоятельно вот этот завтрак, который он принес из школы. Нам кажется, что, ну, что это за обучение, да? Нам-то ведь надо, чтобы таблица умножения была, чтобы была дифференциация звуков гласных и согласных, чтобы были изложения, чтобы были сочинения к 3-му классу уже. А нам говорят все как результат. Вот вы знаете, если ребенок стал воспринимать учебный материал, он стал понимать, где он находится, если он стал понимать, что взрослый дает ему инструкцию, а он эту инструкцию выполняет, то рано или поздно этот ребенок будет и писать, будет и читать, и будет осваивать образовательную программу. Самое главное для детей с аутизмом – это не определенный объем знаний и умений. Самое главное – это их социализация. Самое главное для детей с аутизмом, чтобы они вышли в социум, для того, чтобы они поняли правила. И когда мы работаем с дошкольниками, опять-таки, у нас не стоит задача, чтобы он дифференцировал цвет, чтобы он дифференцировал животных на диких и домашних, а самое главное, чтобы он научился сидеть на занятии, садиться, когда ему сказал взрослый. И самое главное, чтобы он принимал задачу, задание, которое дает взрослый. Вот это для детей с РАС самое главное. Этим, собственно говоря, мы с вами должны заниматься.
А уж таблицу умножения, даст Бог, выучит. Итак, самое главное, ну, что-то я все самое главное, это самое главное, ну, тут в работе с детьми с аутизмом все самое главное. Проблема в том, что детки с аутизмом, они не понимают эмоции. Они не понимают эмоции, обращенные к нему людей, взрослого человека, который с ним общается. Они не могут и сами выразить свои эмоции. Это не значит, что они не хотят. Они хотят, но не умеют. У них не получается, они не знают. Так сложилась их жизнь, так работает их нервная система, так работает их головной мозг, что они не понимают, когда им улыбаются, когда на них сердятся. А, как правило, на этих деток в основном и сердятся. И все наши с вами крики, все наши с вами повышенные тона, все наши с вами попытки посадить его на стул, они ничем не оканчиваются, потому что он не понимает, что в этот момент мы сердимся. Единственное, что он сильно боится нас. И все. Больше ничего. Я, когда разговариваю с мамами детей с ранним детским аутизмом, я им говорю, вот скажите, пожалуйста, если вас впустили в темную комнату, надели вам в этой темной комнате темный мешок на голову, и вы не понимаете, что происходит вокруг вас, вы не знаете, что вы будете делать, какие ваши действия? Как правило, мамы говорят, я буду кричать, я буду ломиться. Так я говорю, вы же дверь-то не видите, темно, мешок на голове. Тогда вы просто будете стучать ногами, вы просто будете громко кричать, вы просто будете пытаться обратить на себя внимание, чтобы кто-то зашел и вам помог. Да? Так вот, как раз первичное нарушение, первичное расстройство – это нарушение эмоциональной сферы ребенка. Он не понимает, что происходит. И когда с ребенком взрослый начинает разговаривать, у ребенка, если нарушено восприятие зрительное, а как правило у деток с расстройствами аутистического спектра оно нарушено, вот представьте, что он у взрослого, который к нему обращается, на лице ничего не видит. Он не видит глаз, он не видит выражение лица, он не видит мимику, а он видит вместо вашего лица огромный шевелящийся рот. Как он должен среагировать на то, что с ним происходит? Он не видит глаз. У него особенность работы головного мозга такова. Он не знает, вы сейчас радуетесь или вы сейчас ругаетесь, он не понимает этого. Ему не дано понять ваши эмоции. И поэтому детки с расстройствами аутистического спектра, эмоции у них, как правило, только одна – страх. А раз страх, значит, если я боюсь, я должен защищаться. Да? Я должен защищаться, я должен всем показать, что я, собственно говоря, существую на этом свете, и я готов себя защищать. Вот все, что дальше происходит с ребенком с аутизмом, это уже вторичное наслоение. Первичное нарушение эмоционально-волевой сферы. Когда ребенок не может понять социальных отношений, когда он не может войти в коммуникацию, у него для этого нет средств, он боится. Вот еще раз давайте вернемся к нам, которых посадили в темную комнату с мешком на голове, да еще и лишили возможности говорить. Я никому в данный момент не могу рассказать, что мне плохо и страшно. Так вот, ребенок с аутизмом, которого мы пытаемся каким-то образом организовать, когда мы не подумали, как нам это все правильно сделать, он или нам устроит такой эффект, такие крики, бросание столов, стульев и тарелок, что мы от него отвяжемся. И еще у него есть один способ от нас отвязаться. Он уходит в свои сверхценные интересы. Что это такое? У каждого ребенка с аутизмом есть какой-то свой интерес. У одного это крутящиеся предметы, у другого это могут быть трубочки, у третьего это могут быть опять-таки игрушки, машинки, кубики, все что угодно. Ой, простите. А у третьего ребенка, вы знаете, у нас
были разные ребенки. У нас был ребенок, у которого сверхценный интерес заключался в шахматной доске. Он ходил везде, у него под мышкой была шахматная доска. И он ее везде с собой носил. Нам показывали ребенка, у которого сверхинтерес была гитара. Так вот, на этом самом сверхценном интересе специалисты, которые с ним работали, научили его есть, научили его считать, научили его читать и писать. Они все это делали вот на плоскости той самой гитары. Видела ребенка, у которого сверхценный интерес заключался в дырках. Она кругом искала дырки. И потом ее вот это очень сильно интересовало, и от этих дырок, собственно говоря, оторвать нельзя было. Рассказывали при ребенке, у которого вот опять крутящиеся предметы были. Там мама сказала, она все от него прятала, крышки, кастрюли, в общем, любые круглые предметы, которые можно было крутить, вертеть, она прятала от него. И однажды сказала, она говорит, я захожу в комнату, он нашел коробку, он нашел гвоздь, проткнул коробку этим гвоздем, и все-таки он сделал то, что он хотел. Вот этот самый крутящийся предмет, который для него представлял сверхценность. Посмотрите, он придумал все это сам. Вот вам конструктивные способности. Вот вам невозможность чему-то этого ребенка научить. Да? Он научится, если возможно, создать ему условия, он научится этому самостоятельно. Так. Ну, первая часть у нас с вами, наверное, уже заканчивается, да? Я просто хочу, чтобы вы посмотрели вот на этот слайд. Здесь указаны и художественные фильмы, и документальные фильмы, где реально можно увидеть людей с аутизмом или с расстройствами аутистического спектра. Ну, «Меркурий в опасности», я думаю, что многие из нас смотрели. Там, помните, мальчик, страдающий аутизмом, взломал базу электронную военных в Америке, и потом его они ловили и пытались его каким-то образом изолировать. Ну, такой замечательный фильм, как «Человек дождя», вот там вся симптоматика людей с аутизмом показана очень четко, конкретно и понятно, и доступно. Сама смотрела документальный фильм «Антон тут рядом». И вы знаете, чем фильм этот ценен? Тем, что там показали, что можно сделать с ребенком, если как раз с ним работать целенаправленно, каких результатов можно достичь. И что будет с этим ребенком, если его поместят в психиатрическую больницу, и он будет лишен вот этой самой поддержки взрослого, заинтересованного взрослого. Что с этим ребенком может быть? Если будет возможность вам посмотреть вот эти фильмы, пожалуйста, посмотрите. Там очень яркая картина тех, кого мы сегодня называем людей с аутизмом. Так. Ну, это известные аутисты. Я хочу сказать, что принято считать, что самым известным аутистом, но это персонаж литературный, является Шерлок Холмс. Вот пример такого человека, который, он ведь себя тоже постоянно называет асоциальным, да? Что он очень многие законы общества не принимает и живет по своим, собственно говоря, законам и укладам. Вот. Эти люди сегодня, они, посмотрите, это, как правило, ну тут девочка, это, как правило, люди творческих специальностей. Я хочу сказать, информация такая есть, но насколько она правдивая. Говорят, что в Силиконовой долине это большая половина сотрудников и специалистов, это люди из России, живущие с аутизмом. Вот по поводу того, кого как называть, вы знаете, мне очень понравилось. Я недавно смотрела семинар по социокультурному взаимодействию. Так вот там сейчас предлагают новую формулировку «дети, живущие с аутизмом». Не страдающие с аутизмом. Они-то не страдают, собственно говоря. Это состояние, в которое вот они попали, это условия, в которые они попали. Поэтому вот сегодня меняются эти определения. Дети, живущие с аутизмом. Так.
Ну, первую часть мы с вами закончили, да? Я сейчас переключу на вторую часть. У нас с вами еще. Я предлагаю пару минут отдохнуть всем. 2-3 минуты. Я сейчас переключусь и прочитаю ваши ответы. Спасибо вам за помощь, за ваши ответы. Так. Ну, сейчас. Если у вас будут вопросы, пишите. Так. И мы с вами вот закончили тем, что я вам представила фамилии людей, которые страдают аутизмом, известные аутисты. Вот один из самых известных – это, естественно, Эйнштейн, да? Альберт Эйнштейн. Вы уже прочитали его слова в начале. Посмотрите. Принято считать, что Эйнштейн буквально где-то до 10-12 лет очень плохо вообще слабо обучался в школе. Вообще было предположение, что этот ребенок не освоит программу для нормативных детей, что ему нужны особые условия. Но тогда особых условий для детей с ОВЗ в школах не было. И поэтому он обучался так, как его обучали, как обучали всех остальных. Посмотрите, пожалуйста, у него была семья, но семья жила трудно, и был когда фильм про него, действительно очень трудно с ним было, людям, которые с ним вместе жили. У него были дети, он их очень сильно любил, но проблема в том, что, видите, у него повышенная была чувствительность, он не мог прикасаться и не мог терпеть прикосновения к себе. И, наверное, вы знаете тот случай, когда он пришел на вручение Нобелевской премии в сандалиях на босу ногу и в растянутом старом свитере. Ну вот тут мы видим, что он в пиджаке, он в галстуке, в рубашке. Ну, наверное, с возрастом каким-то образом уже более социализировался и мог принять те условия, которые ему предлагало общество. Ну и принято считать, что благодаря так, вот. Началось. Так, что-то я тут сейчас застряну. Очень не хочу. Так. Так, все, замечательно. С чем же все-таки связано? Давайте разберемся, в чем проблема с этим заболеванием на сегодняшний день. Почему так мало информации, и почему эта информация так долго и так плохо идет к нам? Во-первых, это заболевание должно рассматриваться с точки зрения межведомственных, межотраслевых областей. Ребенком раз должны заниматься медики, педагоги и социальная защита, социальная служба. На сегодня этого пока не происходит. Я хочу сказать, что есть решение в Москве проводить скрининговое обследование всех детей с 2 лет на возможность раннего детского аутизма. Но у нас пока об этом я не слышала. Наверное, кто-то и проводит это скрининговое обследование. Но вот так. Хотя сегодня диагностика, говорят, опять-таки, это из тех источников, которые мне удалось найти, и то, что я читала, что сегодня есть такие диагностические методики, когда определяют возможность развития аутизма у ребенка уже внутриутробно. Но я вам хочу сказать, когда читаешь вот какие-то работы научные, в одной работе нам говорят, да, это вот так, а в другой работе говорят, нет, это совершенно опровергают те выводы. Вот я говорю, что очень, наверное, еще молодое заболевание, по этому заболеванию работают очень мало
мы с вами уже сказали, с 1981 года оно принято мировой общественностью, да, и начали по нему работать. Вот. Поэтому самая главная проблема еще в том, что нет диагностики, как следует, нет диагностических методик, такие, которые бы использовали буквально на всей территории Российской Федерации. В основном сегодня диагностика идет в центре, это в Москве, в Санкт-Петербурге. Ну, наверное, у нас скоро тоже будет развиваться и достигнет высокого уровня. Я в это очень надеюсь. Резкое увеличение. Мы с вами посмотрели, что резкое увеличение детей с раз просто-напросто не позволяет. Ладно, оно бы просто увеличивалось. Но проблема-то в том, что та диагностика, та информация, которую дают даже в Санкт-Петербурге, в Москве, официальная информация, официальная статистика, она значительно разнится с реальной статистикой. Даже по Санкт-Петербургу и Москве. Во-первых, родители очень часто не хотят слышать, что у них у ребенка раз или аутизм, и скрывают под любыми поводами, сами себе наносят вред, и ребенку наносят этим самым вред. Потому что ребенок не может выполнять те требования, которые предъявляются нормативно развивающемуся ребенку. Ему нужны особые условия, щадящие условия. Ребенок этого не получает, и поэтому усугубляется состояние здоровья. Мы знаем, что с вами разговариваем с людьми, которые проживают в Ижме. Это уже хорошо, что вы озабочены состоянием этих детей. Куда послать? Кому? Кто будет диагностировать этого ребенка? Ну, естественно, на этот вопрос ответить пока трудно. Нет достаточно четких диагностических методик. Я уже говорила. Методик научно выверенных и имеющих четкие результаты. Система психолого-педагогического сопровождения, она только-только еще формируется, она только-только находится в стадии становления. И, естественно, получить какой-то позитивный результат. А с детьми с расстройствами аутистического спектра результат мы будем получать отсроченно. Я вам сказала уже, что эти детки обучаются в начале школе 6 лет. Пролонгированное обучение для них. Ну, и поэтому условия пока, те, которые созданы, они не соответствуют потребности для того, чтобы дети развивались без проблем, и чтобы мы решали эти проблемы успешно и позитивно. Итак, это проблематика, да? Изучение самого заболевания и распространенности – это на сегодня очень насущная, очень острая проблема. И не только у нас в стране, но я вам хочу сказать и во всем мире. Каковы причины аутизма? Их несколько. И самое главное, вы видите в красном кружочке, что на сегодняшний день нет точных данных о причинах возникновения аутизма. Это указывается и наследственная предрасположенность, указывается и проблемы во время беременности, проблемы во время родов, это и недоношенность, и инфекционные заболевания, которыми страдают мамы. То есть причины, как правило, те же самые. Конкретно, что вот какая-то причина определяет появление аутизма у ребенка, на сегодняшний день нет. И никто нам это сказать не может. Так, есть разные теории, мы только чуть-чуть. Это генная теория, тогда, когда у ребенка есть предрасположенность генетическая к аутизму. Если у родителей были какие-то причины неявные, это неявный аутизм, но были какие-то незначительные расстройства, похожие на аутистические, имеющие отношение к аутистическому спектру, то у ребенка развиться аутизм, появиться аутизм может быть в 20 раз больше, чем у других родителей. То есть мы с вами видим, что генная предрасположенность имеет место быть. Но вот по поводу этой причины очень часто мы с вами можем слышать, что
причиной аутизма у ребенка стала прививка. Я хочу развеять это мнение. Почему возникло такое мнение? Ребенок очень часто развивается до 2-3 лет нормативно. Он и активен, и у него появляется речь какая-то, он может общаться, но после 2-3 лет появляются признаки аутизма. Это время очень связано и с, когда ребенку реализует вот тот самый план прививок, ему ставится в это время много прививок. Да? Поэтому принято считать, что вот у нас от прививки, мамы говорят, у нас прививка, и была прививка, и у ребенка появился аутизм. Было очень много исследований, как в России, так и за рубежом. Есть, к сожалению, такие еще до сих пор исследователи, которые предполагают, но они не уверяют, они предполагают, что, может быть, вакцина и вызвала какие-то изменения. Но серьезные ученые однозначно заявляют, что никаких научных доказательств, что прививка является причиной аутизма у ребенка, таких доказательств нет. Что вакцинация не является возможной причиной появления у ребенка аутизма. Поэтому надо всех успокоить, потому что как только появляются такие вещи, родители отказываются делать вообще все вакцины. Опять-таки подвергают ребенка опасности. Здоровье ребенка может быть в опасности тогда, когда перестают вакцинировать ребенка по национальному календарю. Итак, еще раз повторю, что нет научных данных, которые подтверждают положение, что вакцины могут вызвать у ребенка аутизм. Мы с вами говорили, что это работа головного мозга, это работа центральной нервной системы. Так. Немножко вернусь опять к вакцинам. В моей практике у меня была на консультации мама, так вот она мне сказала, что у ребенка синдром Дауна по причине того, что ребенку сделали прививку. Якобы после прививки у ребенка определили синдром Дауна. Ну, это уже переходит вообще всякие границы представления о прививках, потому как о том, что у ребенка синдром Дауна, она узнала еще как только ребенок родился. Да? И уж никакого, тем более прививка, не имеет к этому никакого отношения. Так, ну, изменения многих головных участков головного мозга могут привести к появлению. Причем, как ученые, мы с вами должны понять, что это не связано с поражением какого-то отдельного участка головного мозга. Причина может быть и травма, и инфекция, и родовая, и нарушение обмена веществ, все что угодно. У нас с вами сейчас модные теории, что безглютеновая диета, бесказеиновая диета помогает детям с расстройствами аутистического спектра. Опять точных научных данных, подтверждающих эти положения, нет. Здесь может быть поражение нескольких отделов головного мозга, и вот мы уже с вами отметили, что ребенку причины могут быть абсолютно разные. Ну, так. Заболевания нервной системы, все, что связано, очень часто мы с вами видим то, что, да что же это, очень часто можем видеть, когда ребенок с расстройствами аутистического спектра, у него еще и много всяких проявлений неврологических. Это и кроме страхов, то есть тут целый букет нарушений. Поэтому я вам уже сказала, что
Диагноз выставляет психиатр, но наблюдаться ребенок обязательно должен еще и у невропатолога, потому что какие-то локальные лечения ребенок может проходить. Хотя, опять-таки, нет никаких серьезных систем медикаментозных или воздействия лечебного, которые бы 100% доказывали, что если это лечение будет ребенок проходить, то он обязательно вылечится от аутизма. Такого на сегодняшний день нет. Так. Тут гипотеза окислительного стресса, тут разные аутоиммунные теории возникновения. Ну, они имеют место быть, и они касаются, конечно, в основном узких специалистов, и в основном это медики, которые работают с ребенком. Я вам предлагаю, вот, если вам, конечно, может быть, не очень хорошо видно, сейчас попробуйте посмотреть список литературы, который я вам предлагаю. Вы можете познакомиться с этой литературой, а мы с вами продолжим дальше. Итак, первое, что мы с вами... Вот я смотрю, что у нас в основном дети детского сада, да? Давайте мы с вами запомним одну вещь. У нас есть примерные, адаптированные, основные образовательные программы для детей с расстройствами аутистического спектра. Они, конечно, созданы по стандарту для младшей школы. Но мы имеем право с вами, и это нам с вами разрешено, имеем право ориентироваться на эти программы, когда мы начинаем работать с ребенком. К этим программам есть приложение, где прописан объем знаний, объем умений, которые мы должны дать детям с расстройствами аутистического спектра. Кроме того, там есть требования к тем условиям, в которых попадает ребенок с расстройствами аутистического спектра. Вот мы с вами сейчас первые шаги обговорим, а потом будем еще дальше думать, что с этими детками делать. Вот из ваших вопросов я вижу, что это в основном дети детского сада, дети дошкольного возраста. 2, 3, 4 года. И это замечательно. Замечательно потому, что эти дети не имеют большого опыта негативного взаимодействия с социумом, негативного взаимодействия со взрослыми в детском саду и с детьми в детском саду. Первое, что вы делаете, вы принимаете ребенка на очень ограниченное время присутствия в детском саду. По программе для детей с расстройствами аутистического спектра это должно быть не более 5 часов, не менее 3, но не более 5. Причем, если вы идете к этим 5 часам, то вы можете начинать с нескольких минут. Если ребенок чувствует себя спокойно в учреждении, полчаса, значит, он будет там полчаса. Постепенно вы довели это время до часа, значит, он будет до часа. Адаптация этих детей к образовательному учреждению может идти полгода, а то и больше. Когда мы впервые взяли детей с расстройствами аутистического спектра, мы определили для себя, у нас была отдельная группа. В группе было 7 человек, всех 7 имели диагноз расстройства аутистического спектра. Они были все абсолютно разные, но это дети, диагностированы раз. Первый год мы себе определили как диагностический, целый год. Нам нужно было посмотреть, как меняется поведение детей с изменением условий, как меняется поведение детей, когда мы включаем определенные образовательные занятия, как меняется поведение детей, когда мы выходим в актовый зал, в спортивный зал. Вот целый год. Полгода мы наблюдали за детьми. Полгода. Что будет с ними. И мы для себя определили такую вешку, что если у нас дети после новогодних праздников придут спокойно в группу, без аффекта, без крика, без плача, значит, мы хорошо отработали первый полгода.
Будьте готовы к тому, что эти дети, мы об их особенностях будем говорить завтра. Эти дети могут выдавать эффективную реакцию, которая проявляется в том, что они бегают, кричат, они могут раздеваться, полностью срывать с себя одежду, они разуваются постоянно, они куда-то прячутся. Ну, вот тут маленькие дети, 2, 3, 4 года, поэтому к нам приходили дети-то в 5 лет. И вы знаете, мы очень хорошо могли определить, куда ребенка сажали, когда он ходил в другую группу, в другой детский сад. Они обычно, их любимое место прятаться в моечную, в туалет, в спальню. Эти дети, будьте готовы к тому, что они боятся воды, они боятся шума воды. Для них некоторые звуки, для нас вообще еле слышимы, они могут быть для ребенка СРАС на уровне атомного взрыва. Надо очень думать и очень бережно относиться к прикосновениям к ребенку. Любое наше прикосновение, опять-таки, ребенок может воспринимать как гиперболезненным. При этом и сами себе могут нанести любую травму. Когда идет аутоагрессия, когда агрессия направлена на самого себя, они кусаются, они кидаются на пол, они стучат об стену, реально стучат об стену головой. То есть эти реакции могут быть. Если вы будете настаивать на том, чтобы они выполняли все ваши какие-то требования. Есть еще одна особенность у детей с расстройствами аутистического спектра. Они выбирают себе, извините за такое тривиальное сравнение, они выбирают себе курочку. Они выбирают себе того, за кем они передвигаются. Вот они могут выбрать, как правило, и очень интересно, при том, что многие из них испытывают особенности пищевого, то есть у них есть особенности пищевого поведения, но выбирают себе в курочке младших воспитателей. Наверное, потому что все-таки они за этим человеком будут двигаться. И в этой группе для детей СРАС у нас младший воспитатель точно так же с теми детьми, которые выбирали ее, которые доверяли ей, она выходила на улицу гулять. Понятно, что этому человеку значительно труднее было реализовывать свои профессиональные обязанности, но это было так. Нужно очень внимательно наблюдать за ребенком, очень внимательно. Если вы увидели, что ребенок сразу каким-то образом проявил интерес к какому-то, пусть это будет мимолетный интерес, пусть это будет на несколько секунд интерес к какому-то взрослому, значит, этот взрослый должен начать строить с этим ребенком отношения, должен вступать с ним в общение. Что мы с вами еще можем видеть? Интересно, что дети СРАС имеют свои какие-то внутренние часы. Режим, который вы предлагаете, должен выполняться очень четко. Вот это как раз те стереотипы поведения, которые у них проявляются. У них внутри есть часы. И они режим внутри себя очень четко чувствуют. Опять возвращаемся к опыту. Был ребенок, который, вы знаете, он без 15-11 вставал около выхода и показывал, что все, больше он находиться в этом помещении не будет. Они приходили в детский сад после 8 часов, вот он мог терпеть, приходили после 8 часов, и ровно без 15-11 ребенок вставал около выхода и показывал всем, что он собрался домой. И ничего нельзя было сделать. Ни уговоры, ни какие-то попытки завлечь его чем-то интересным. Нет, без 15-11. Так срабатывали его часы. И если мама задерживалась по какой-то причине, если мама останавливалась разговаривать со специалистами, он устраивал эффект. Он начинал кусать ее, начинал пинать ее. То есть он показывал: все, мое время. То, что я вам отвел на общение со мной, это время закончилось. Давайте теперь я пошел домой. Я от вас устал, я пошел домой. И ни в коем случае нельзя это никакими методами на этапе адаптации нельзя изменить. Оно будет так. Есть
Давайте еще раз смотрим. Есть такой момент, когда с ребенком сразу нужно взаимодействовать опосредованно. Ему вы не интересны, вы для него не объект общения. Для него интересны предметы. Всем детям сразу, они предметники, им интересны предметы. И вы, наверное, если наблюдали за ними, то вы видели, у них обязательно есть какие-то их собственные предметы. Это может быть все, что угодно. Да? И отбирать это нельзя, если вы это у них отберете или заберете. Если ребенок попытается забрать у них этот предмет или игрушку, опять-таки мы с вами нарвемся на крик, на драку, ребенок начнет кусаться. А кусаются, я хочу сказать, очень сильно, вплоть до шрамов могут укусить. Потому что, еще раз говорю, они не понимают, испытывает человек боль или не испытывает. Даже если ребенок закричит того, которого он укусил, он не понимает, он ни эмоций не понимает. И он не остановится, пока его не остановят взрослые. Так, теперь смотрите. Значит, внутренние часы. Режим должен быть очень четким. Минута в минуту. Нельзя задерживаться, нельзя выходить, нельзя что-то делать раньше того, что вы решили. Опосредованно. Если у вас группа для детей с расстройствами аутистического спектра, то есть замечательный прием, когда детей встречает и с детьми здоровается перчаточная кукла. Кто угодно. Это может быть любой персонаж мультфильмов, это может быть любой персонаж сказок, кто угодно. Очень хороший прием, который помогает нам с вами установить контакт, это прием фотографий. Мы на каждом шкафчике вешаем фотографию ребенка. Но она должна быть не маленькая, но такая хорошая, где видно, кто это ребенок. И вешаем рядом с фотографией букву «Я». Почему нам это нужно? Ребенок сразу не ассоциирует себя как с отдельной личностью. Особенность его речи заключается в том, что он не использует личные местоимения. О себе он говорит «он», о себе может говорить во втором лице. Ты хочешь, ты будешь, ты пойдешь. И вот нам нужно сформировать вот эту ассоциацию себя как с личностью, сформировать у него это чувство. Фотография на шкафчике с одеждой, фотография на полотенечном шкафчике. Если можно, фотография на стуле. Если можно, фотография на кровати. Я не знаю, у нас разные условия с вами в образовательных учреждениях. Где-то кровати, где-то раскладушки. Вешаете фотографию и рядом буква «Я». Большая, красивая, красная. Теперь, что нам еще с вами важно? Нам важно научить родителей четко выполнять режим дня. Они точно так же должны быть заинтересованы в том, чтобы ребенок развивался, в том, чтобы мы получили позитивный результат. Но вот это, наверное, самое сложное. Мы должны с вами познакомить обязательно их с примерно адаптированной основной образовательной программой, где написано, что присутствие ребенка в саду не более 5 часов. Они все хотят, как все, и мотивируют тем, что в законе об образовании написано, что ребенок обучается без дискриминации. Да, он обучается, он имеет право обучения. Но у нас с вами для детей с ОВЗ написано с учетом психофизического состояния. Так вот, находиться в большом детском коллективе ребенок с аутизмом более 5 часов не может. И то эти 5 часов, уже когда он достаточно долго проходил, когда постепенно прошла адаптация и постепенно мы увеличиваем время пребывания, как в ясельках. Вот как у ранников, у них тоже так же. У них сразу никто не приводит ребенка на весь рабочий день, а постепенно увеличивается время пребывания. Если вы создаете группу для детей сразу, то в этой группе, опять-таки, по программе должно быть не более 5 человек. Не 10, не 12. Потому что это профанация. Мы с вами усугубляем состояние ребенка, страдающих, или, как мы с вами уже договорились, живущих с РАС.
он будет постоянно находиться в условиях психотравмы, и вместо позитивного результата, вместо подготовки его к школе, вместо социализации, мы получим результат, когда дети только будут кричать, и когда они будут выдавать нам эффективные реакции. Еще. Дети наши очень любят делать закладки. Они любят что-то куда-то прятать. И не надо им это запрещать делать. Пусть они это делают. И должно быть у вас в группе много разных уголков для уединения. Это и гамак, это и сумка совы-няньки, это и домик уединения, куда ребенок может уходить, где находятся различные мягкие подушки, матрасики, все что угодно. Это и, господи, и чулок совы-няньки. То есть на сегодняшний день много разных приспособлений, мы о них будем еще говорить, которые должны быть, чтобы обеспечить ребенку момент, когда он уходит, когда ему нужно побыть одному. Есть сегодня такие технологии, которые называются ресурсными центрами, и ресурсными классами, и ресурсными группами. Когда создается такая ресурсная группа в детском саду, она, ну, я бы сказала, она очень похожа на сенсорную комнату, только там нет никаких мелькающих и булькающих приспособлений, которые могут вызвать у детей как раз противоположную реакцию. Там, где ребенок может уйти. Он устал, мы чувствуем, что ребенок начинает идти к аффекту, и взрослый уходит с этим ребенком в эту ресурсную группу, где он находится один, где он отдыхает, где он может поваляться. Одно время мы даже в группу поставили кровать. Вот в период адаптации мы вынесли одну кровать в группу. И вы знаете, дети очень активно пользовались тем, что они могли туда прийти. Там мягкий лежал матрасик, подушечки лежали. И любой ребенок, если он считал, что ему надо отдохнуть, он там ложился. Эти же самые условия вы можете организовать и тогда, когда у вас ребенок воспитывается в условиях интегрированной группы или интегрированного класса. Объяснить детям, объяснить взрослым, почему это здесь стоит, я думаю, можно и все поймут. То есть условия развивающей среды формируются точно так же с учетом того, что к нам в группу идет особый ребенок. Так, ну вот на сегодня, наверное, если у вас нет вопросов, завтра мы с вами будем говорить по диагностике, завтра мы будем с вами говорить о классификации Никольской детей с РАС и с тем, что, собственно говоря, нужно делать в зависимости от того, с какой категории к нам ребенок попал. Понятно, что это нужна диагностика серьезная, чтобы определить, РАС там или не РАС, да еще и к какой группе относится. Но все равно это... Мы с вами не можем сделать такой диагноз, поставить не можем, но ведь предположить-то имеем право. Потому что нам нужно четко строить работу с этим ребеночком, в какую сторону он пойдет. Ну, что мы, собственно говоря, можем с вами видеть, когда мы работаем. Я уже сказала, какие проявления, то есть какие реакции. Ну, предположим, я сейчас расскажу несколько случаев в заключении того, что в заключении нашей встречи. Несколько случаев, какие вот реакции мы наблюдали за детьми. Девочки купили, девочка, это уже был 2-й год, она ходила в группу 2-й год. Девочка, ей купили дома одежду красивую, стразами, там блестящие стразы. И вот в этой одежде она решила пойти в детский сад. А это было время январь месяц, конец января. То есть было холодно, а одежда была летняя, с коротким рукавом. Но у нее было желание показать вот это красивое платье, эту красивую одежду всем, кто встретится ей на улице. И папа не смог
Он просто-напросто не смог ее не убедить в том, что надо надеть теплую одежду, надо надеть куртку, надо надеть теплые штаны, теплую обувь, шапку. Он не мог. Она ему выдала такой аффект, что он считал, что он уже не мог ее остановить. Папа ее завернул в одеяло. Они сели в машину, приехали в детский сад. Вот она такая завернутая в одеяло и была. То есть ей нужно было показать, что у нее красивое платье. Все рассмотрели это красивое платье в саду. Каждый взрослый сделал комплимент. На прогулку она уже оделась, на прогулку уже сумели ее одеть, и она вышла на прогулку в теплой одежде. Ребенок не может рассказать. Она безречевая. И сказать о том, что посмотрите, ребята, какая я сегодня классная, какая я сегодня красивая, у нее нет такой возможности. Еще один случай. Пришел новый ребенок. Пришел новый ребенок в группу. Девочка, которая считала, что она здесь лидер, решила его не принимать в группу. Началось, они не дрались, они просто кричали друг на друга, кричали очень громко, страшно, друг на друга кричали. Ну, когда такие вещи происходили, меня приглашали, я должна была в этом разбираться. С мальчиком, а тут ничего делать не надо, тут, собственно говоря, вы ничего не сделаете. Все увещевания, все уговоры, они ничем не закончатся. Нужно найти какой-то способ. Мы что сделали? Мы вывели детей, группы остальных детей вывели в другое помещение, оставили эту парочку, мальчика и девочку. Постепенно они устали друг на друга кричать. Они видят, что ничего не происходит страшного. Никто не кричит, никто не ругается. Они разошлись. Он занял диван, она легла на пол. И вот на полу она лежала. И никак не могла понять ее действия. Она почему-то поднимала ноги, она лежала на животе и поднимала ноги вверх. Вот лежит и поднимает ноги. Господи, что ребенок делает? Ну, трудно, она же не объясняет ничего. Она только лежит и поднимает ноги. А мальчик, он очень успокоился, все, то есть прошло время, они успокоились, им дали возможность успокоиться. Никто их не ругал, никто их не наказывал, никто их не побуждал ничего делать, они успокоились. Конфликт был разрешен. И дальше начались удивительные вещи. Этот мальчик стал ставить стулья по кругу, так, как они сидят на занятии. Он поставил стул для взрослого. Он поставил стулья, причем он четко знал, сколько детей в группе, столько стульев и поставил. Я пригласила воспитателя и говорю, посмотрите, что делает парень-то. Он приглашает всех вернуться. Он понял, что они одни, и ему как-то некомфортно стало. А как пригласить? Сказать словами он не может. Он даже не может, помахал бы рукой, но и то не может. Ребята, он приглашает всех вернуться. И вернулись. Дети вернулись, взрослые вернулись. Он успокоился, он подошел к взрослому и уже показывал, что ему приятно с этим взрослым каким-то образом взаимодействовать. Я спросила, что с девочкой-то у нас? Почему она так себя вела? Мне воспитатель сказал, у нее сегодня новые туфли. Она сегодня в новых туфлях пришла. Но если воспитатель-то знал, что у нее новые туфли, а я-то не знала. Посмотрите, какая потребность. Помните, я вам сказала слова, а ребенок, который сегодня не ходит, страстно хочет взлететь. Вот пример того, что этот ребенок-то хочет общаться, но он не знает как, у него нет средств. У него нет инструмента общаться с нами. И она сама придумала этот инструмент. Она стала показывать мне вот эти самые красивые туфли. А я, извините меня, оказалась непрофессиональна в этот момент, но я просто не знала, в каких туфлях она всегда ходила. Новые они у нее или старые. Вот. И дети сразу. Уже принято такое, что дети сразу не уходят от общения. Они не умеют общаться. Им надо дать в руки инструмент общения. Их надо научить общаться. А для этого существуют взрослые. И мы с вами должны это помнить. Так, давайте мы попробуем
трое детей сразу, детский сад, 1 ребенок инвалид, 2 ребенка с ОВЗ. В группу ходит 3 детей. Я рекомендую тем специалистам, которые задают этот вопрос, откройте, пожалуйста, в ГОС ОВЗ, в ГОС дошкольного образования. Там написано четко и ясно, что детей с РАС в группе может быть только 1. 3 детей с РАС, если это у вас группа общеобразовательная, не может быть. В интегрированной группе может быть только 1 ребенок с РАС. ОВЗ дошкольного образования и ОВЗ начальной школы. В ГОС ОВЗ начальной школы. Все это прописано. А если у нас с вами там ребенок в интегрированной группе с РАС, то там в этой группе должно быть не более 15 человек. Потому что это нельзя без ущерба для здоровья и этого ребенка, и без ущерба для здоровья остальных детей организовать образовательный процесс. Не понимаю вопроса, можно ли и направление для логопеда. То есть мы будем говорить об обучении. У нас с вами 4 дня, поэтому мы сегодня говорим, формируем понятие вообще представления о том, что такое ОВЗ. Так. Вот, понимаете, если ребенок не говорящий, если он безречевой, вы ничего, никаких особых методов и приемов, чтобы стимулировать у него появление речи, вы можете создать условия, при которых у него будет речевое развитие, при которых речь. Но это не значит, что если у ребенка будет речь, вы сможете с ним о чем-то поговорить. Опять-таки из опыта работы. Мы в свое время стали проводить занятия по иппотерапии. Вы знаете, что это использование лошадей, да? Так вот, ребенок с РАС у нас очень такой, это действительно был, у него действительно был аутизм, он такой, классический пример был ребенка, живущего с аутизмом. И мы предложили папе, чтобы он, в общем-то, тоже включил ребенка вот в эти занятия иппотерапии. Это было на улице, во дворе детского сада. Ребенка посадили на лошадь, там был инструктор, тренер-инструктор, который обучен был специально для того, чтобы работать с детками. И она стала с ним петь песенки. Мы никогда звука от этого ребенка не слышали. Ни разу, никогда. Он у нас ходил 3 года в группу. Когда он сел на лошадь, вместе с инструктором он запел все детские песенки из мультфильмов. Он их все знал наизусть. И он их пел. И вот дальше сколько занятий было, ну, конечно, это, конечно, не самостоятельная речь, понятно, что это эхолалия, это воспроизведенная речь, но все-таки мы услышали его голос, он стал петь. Он пел на лошади, без лошади не пел, на лошади пел. То есть вот как раз для формирования речевой коммуникации есть много разных технологий, иностранных особенно, это и карточки ПЭКС, и все что угодно. Они есть, но им надо обучаться. Нужно быть получить сертификаты. Сертификаты довольно дорогие по этим технологиям, по речевой коммуникации. Но мы об этом будем говорить. Так. Как начать работу с ребенком с РАС, если он не разговаривает, не реагирует ни на что? Как написать индивидуальный маршрут ребенка РАС логопеду? Уважаемые коллеги, я очень хочу, чтобы вы нашли в законе об образовании вот те самые слова «индивидуальный маршрут». У нас есть индивидуальная программа, а индивидуальный маршрут, мне непонятно, что это такое. Тут мне еще непонятно, о каком ребенке идет речь. Если о ребенке дошкольнике, и он интегрирован в общеобразовательную группу, то есть он ходит в группу с нормативно развивающимися детьми, тогда мы с вами ему прописываем АОП с одной О, адаптированная образовательная программа. И там пишет не только логопед, эту программу разрабатывают все специалисты, которые работают с этим ребенком.
Вопрос ни на что не реагирует. Так мы с вами сегодня целый день говорили, что это основной признак этих детей. Они не реагируют ни на что. Они реагируют только тогда, когда им страшно. Тогда они реагируют. А реагировать на ваши слова они не будут, потому что он не воспринимает ваши слова. Он их, конечно, слышит, но он не реагирует. У него нет для этого потребности реагировать на ваши слова. Опять-таки, все это у нас с вами впереди. А вот по поводу индивидуального маршрута еще раз. Посмотрите в законе, посмотрите в ГОС дошкольного образования, в ГОС ОВЗ. Найдите, пожалуйста, там слова «индивидуальный маршрут». Нет там. Там есть слова «адаптированная образовательная программа». Так, если ребенок не включается в групповые занятия, что делать воспитателю? Ничего, просто понять, что у вас есть такой ребенок. Вот просто он есть такой. Если он находится у вас сейчас, адаптируется только, а он не будет включаться. Все ваши попытки взять его за руку, посадить его на стул, заставить его кричать, они приведут только к обратной реакции. К тому, что он вас будет бояться, он не примет вас, он не будет вас, он просто вас не примет. У него не будет выработано доверие к вам. Единственное, что нужно сделать, выработать доверие к себе. Вот та самая Ольга Никольская, которая нам написала классификацию, вот я ее видела, у меня просто от нее такое впечатление, такой ученый, изумительный просто ученый. Она, кроме этого, занимается реально с детьми, потому что, видимо, для того, чтобы научные работы писать, нужно самой в этом быть задействованной, самой это делать. Она сказала, что она один раз устанавливала контакт с ребенком, у которого доминанта, помните, сверхценные, да, был приходящий и уходящий поезда в метро. Так вот, она с этим ребенком в течение нескольких месяцев каждый день спускалась в метро, и на протяжении нескольких часов, она сказала, по 2-3 часа, они сидели с ребенком и наблюдали уходящие, приходящие поезда в метро. Помните про дырки? Вот найти надо это сверхценное у ребенка и включить себя вот в это сверхценное. Так, что делать воспитателю? Что делать? Ничего не делать. Ну, пусть бегает. Был у нас ребенок, который сидел все занятия под столом. И он все знал и все умел, но сидел под столом, ну и пусть он там сидит. Но давайте просто смоделируем ситуацию, к которой мы с вами привыкли. Пришел к нам ребенок с раз. Мы-то знаем, что у него расстройство аутистического спектра или нет? А если мы знаем, если у него диагностировано это, он принес вам заключение. Вот вы написали, что есть у кого-то там есть статус ребенок-инвалид, у кого-то ребенок с ОВЗ. А если он вам принес статус ребенок с ОВЗ, там же прописана программа? Какая? Если там прописана программа для детей с аутизмом или с расстройством аутистического спектра, вы знаете, что это такой ребенок. Давайте смоделируем ваши усилия. Вы будете 20 минут его уговаривать, вы будете пытаться его за руку посадить за стол. Пока вы пытаетесь его посадить за стол, пока вы пытаетесь что-то с ним сделать, уговорить, все остальные у вас где? Разбежались, да? Разошлись. Занятие у вас не получилось. Так вы можете договориться с детьми, нормативно развивающимися, что у нас вот этот ребенок, он будет вот заниматься вот так, а мы с вами. И если у вас интересное занятие, то дети не посмотрят на этого ребенка. А в конечном итоге он привыкнет, он будет видеть, что дети садятся на занятия и делают там что-то интересное. И в конечном итоге месяца через 2, 3, 4 он придет и сядет к вам на занятие. Он ведь не виноват, что он такой. Он себя таким не делает. Мы с вами очень любим говорить такое слово, как толерантное. А это и есть толерантное отношение. И чего нельзя делать? Нельзя его сажать в моечную, нельзя его сажать в туалет, и нельзя его сажать в раздевалку. Вот это категорически нельзя делать. Это насилие над ребенком. Вот это та самая дискриминация, о которой нас предупреждает закон. Если построите по-другому образовательный процесс, вы же можете в детском саду, вы можете сказать, Ольга Викторовна, вы нам сказки рассказываете. Не рассказываю я вам сказок. Я
специалист дошкольного образования, я дефектолог. Я знаю, что это такое. В детском саду отработала 45 лет. И можно. И если у нас с вами интегрированная сегодня группа, если у вас туда пришел такой ребенок, то значит нужно и для этого ребенка что-то делать. Так, что делать воспитателю? А работать воспитателем больше ничего. Помните о том, что это такой же ребенок, да, с особенностями. Да, проблемы есть у вас при организации. Ну, наверное, мы с вами тут и вот встретились. Это очень здорово, что вас это все заинтересовало, и вы захотели что-то узнать глубже. Дети сразу посещают группу ЗПР. А это очень часто бывает, когда дети сразу посещают группу ЗПР. Потому что у нас с вами в перспективе дети с задержкой психического развития должны выйти к нормативно развивающимся детям. Значит, и ребенок сразу может быть приближен к этим детям. Так. По всем остальным вопросам мы с вами будем говорить еще. У нас еще 3 дня. И будет здорово, если вы будете вот таким образом какие-то вопросы задавать. На сегодняшний день у нас была с вами задача сформировать представление о том, что такое ранний детский аутизм, что такое расстройство аутистического спектра, в чем главное проявление, в чем главные проблемы этих детей. А отсюда и проблемы будут у людей взрослых, которые с ними работают. Если свет в конце тоннеля, будем надеяться, что есть. Наука развивается. Так, ну, на сегодняшний день мы с вами закончили. Мне сказали, что вам давать маленькие задания. Вот я вам даю совсем маленькое задание. Я сказала, что с января 2022 года входит МКБ, Международный классификатор болезней, пересмотра 11-го, оно так и написано, МКБ-11. Можете открыть интернет, МКБ-11, расстройство аутистического спектра. И посмотрите, пожалуйста, какие сейчас болезни, какие формулировки нам предлагает МКБ. И входит МКБ с января 2022 года. То есть мы будем работать уже буквально через 2 недели по новым классификациям международным. То, что нам предлагает международный. Еще один момент, который я в конце хотела бы вам показать. Вот вы, когда задаете вопросы, вы имеете в виду нормативные требования к организации образовательного процесса, вы нормативные какие-то требования к освоению программы. Вот смотрите, я хочу вам показать. Вот так развивается нормативный ребенок. Вот так. Эх, не видно, да? То есть нормативный ребенок, неправильно сделал. Надо другой фломастер. Нормативный ребенок всегда развивается вверх. Да? Он всегда, что бы ни происходило, он всегда получает развитие. Если мы с вами будем говорить о ребенке с умственной отсталостью, у него постепенное, ступенчатое развитие. Он как бы вначале стоит, потом поднимается, то есть он тоже развивается. А вот ребенок с расстройством аутистического спектра, у него развитие неправильное, оно может уйти в любую сторону. Оно может вообще вниз уйти. Он может развиваться вначале как нормативный ребенок, потом он будет развиваться как умственно отсталый ребенок, а потом он может вообще уйти. И мы не знаем, в какую сторону он уйдет. Или он поднимется вверх и социализируется. Главная задача – социализация. Вывести людей, живущих с аутизмом, в социум. И дать им возможность получить какие-то профессиональные навыки. Дать им возможность выйти в профессию. Для того, чтобы они не сидели у себя дома в одиночестве, но хоть какие-то индивидуальные навыки трудовые они должны получить. Это, кстати, та цель,
которые ставят перед нами государство, перед дефектологами в отношении детей с РАС и в отношении других детей с ограниченными возможностями здоровья. На сегодня у меня все. До свидания. Всего доброго. Спасибо, что слушали меня.